Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши Кушара. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. О ситуации на 28 июля сообщает заместитель министра здравоохранения Абхазии Алхаз Канджария. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции продолжает информировать граждан. Ситуация на 28 июля следующая. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 72 граждан республики. 6 из них с диагнозом COVID-19. Обследование всех контактных лиц продолжается. Накануне получен отрицательный результат ПЦР-диагностики COVID-19 пациента, скончавшегося 26 июля в республиканской больнице, который являлся гемодиализным больным и поступил в медицинское учреждение в экстренном порядке. На данный момент в Гудаутской центральной районной больнице находится 9 пациентов. Состояние их относительно удовлетворительное. Остальные 7 находятся на самоизоляции дома. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 67 человек. Из них 37 человек выздоровели и 2 пациента скончались. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса призывает граждан Республики Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания своим распоряжением продлил ограничения на переход абхазо-российской государственной границы до 4 августа. Распоряжение подписано на основании решения Координационного штаба по защите населения республики от коронавирусной инфекции COVID-19. Премьер-министр Абхазии Александр Ангва встретился с членами рабочей группы по проведению совместного комплексного мониторинга по оценке состояния финансовой системы республики, целевого использования средств российской финансовой помощи. Рабочую группу возглавил директор Департамента специальных программ и проектов Минэкономразвития Алексей Сухов. Александр Ангва поприветствовал участников встречи, рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией, о показателях экономической ситуации в стране на фоне предпринятых правительством мер и ограничений. Как отметил премьер, специалисты характеризуют текущую эпидемиологическую обстановку в Абхазии как благополучную. Очаги, которые возникали успешно, были локализованы. На данный момент лечение проходит 10 граждан. Ограничения жестко сказались на всех отраслях экономики. В свою очередь Алексей Сухов рассказал о планах рабочей группы. Мы прибыли сюда в соответствии с решением сопредседателя межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству для того, чтобы вместе с вами посмотреть на ситуацию и отработать некоторые вопросы. Сергей Шамба назначен секретарем Совета безопасности Абхазии. Указ об этом подписал президент Аслан Бжания. Сроки проведения конкурсов на памятники первому и второму президентам Абхазии продлеваются до конца года. Об этом было заявлено в ходе выездного совещания рабочей группы Государственной комиссии по проведению открытых международных конкурсов на лучшие проекты памятников, возглавляемой министром культуры Гудисе Агрба. На площади Свободы планируется установить памятник первому президенту Абхазии Владиславу Ардзенба, а на площади Багапша памятник второму президенту. Члены комиссии осмотрели площади, обсудили ряд организационных вопросов, касающихся установки памятников и благоустройства площадей. Что касается памятника Владиславу Ардзенбу, участники встречи отметили, что в первую очередь необходимо решить судьбу здания бывшего Совета министров. Конкурсанты будут принимать решения в зависимости от того, какой объект здесь стоит. Да, и, соответственно, масштаб памятника, высота его, местоположение, это все будет диктовать. Если мы будем говорить о том, что вот это здание подлежит демонтажу и, возможно, принятие решения по изменению этого объекта, да, с сохранением вот этих основных корпусов, то тогда конкурсант вполне возможно имеет возможность предложить собственное решение вот этих объектов, хотя бы визуально высоту здания, насколько оно будет изменять свою форму, это здание, с учетом вот этих двух существующих объектов. Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициня провел строевой смотр в Гудаутском подразделении МЧС. На встрече с личным составом обсуждались вопросы комплектации пожарной части. Об этом материал подготовлен пресс-службой спасательного ведомства страны. На территории пожарно-спасательной части МЧС Абхазии по охране Гудаутского района состоялся строевой смотр личного состава и спецтехники. Личный состав ПСЧ по охране Гудаутского района построен на строевой осмотр. Докладывает начальник ПСЧ подполковник Шкиридин.
Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня провел строевой смотр для проверки готовности личного состава пожарно-спасательных подразделений к выполнению боевых задач и несению службы. Было проверено качество подготовки обмундирования, наличие знаков различия, служебных удостоверений и жетонов пожарных и спасателей. Отдельное внимание глава ведомства уделил спецтехнике, стоящей на службе. По словам руководства Гудаутского ПСЧ, вся техника на ходу, хотя для этого нужно прилагать немалые усилия, как физические, так и финансовые. Нехватка финансирования стала поводом для разговора и во время осмотра служебных помещений пожарно-спасательной части, капитальный ремонт которых не проводился со времен Советского Союза. В ходе встречи с коллективом министр по чрезвычайным ситуациям поблагодарил коллектив части за добросовестную службу, несмотря на существующие проблемы. Лев Квициня отдельно поблагодарил за службу старшее поколение спасателей, которые воспитывают молодежь, передает им свой опыт. Только за последние несколько лет в ряды гудаутских спасателей прибыло 9 молодых офицеров, которые недавно окончили профильные вузы российского МЧС. А сейчас оперативная сводка по материалам МВД. Сотрудниками уголовного розыска столичного управления внутренних дел задержан житель города Сухум Агарба Тенгиз Алмасханович, 1985 года рождения. Гражданин Агарба незаконно хранил и носил при себе незарегистрированный пистолет иностранного производства, а также боеприпасы к нему в количестве 9 патронов калибра 9 мм. Согласно экспертной справке, изъятое оружие технически исправно и к производству выстрелов пригодно, а патроны являются боевыми. По факту незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов в отношении задержанного органом предварительного расследования возбуждено уголовное дело. Оружие и боеприпасы изъяты. Незаконно хранимые боеприпасы изъяты у жителя города Сухум Тани Тимура Мушневича, 1983 года рождения. Автомобиль под управлением Тимура Тани был остановлен и доставлен для досмотра сотрудниками уголовного розыска и отдела ГАИ столичного управления внутренних дел в результате проведения оперативных мероприятий. В салоне автомобиля изъята обойма с патронами от пистолета системы Макарова 9-мм калибра. Отделом дознания УВД по городу Сухум принято к производству уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина Тани по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Незаконное хранение наркотического вещества вменяется жителю города Сухум Воуба Вадиму Витальевичу, 1984 года рождения. В ходе личного досмотра у гражданина Воуба изъято хранимое при себе наркотическое вещество марихуана. Последний задержан в ходе оперативных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска МВД совместно с оперативниками столичного управления внутренних дел. Уголовное дело в отношении Вадима Воуба расследует отдел дознания УВД по городу Сухум. В отношении жителя столицы Миная Баграта Арнольдовича, 1996 года рождения, 27 июля следственным подразделением линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Республики Абхазия возбуждено уголовное дело. Молодой человек хранил в себе заизолированный сверток с наркотическим веществом метадон, которое выдал при личном досмотре в присутствии понятых. Последнему вменяется незаконное приобретение, хранение, перевозка, а также ввоз в Республику Абхазия наркотического вещества в крупном размере. Гражданин Миная задержан после прохождения зоны таможенного контроля КПП ПСО в результате проведения оперативных мероприятий с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии. Сухумская городская администрация продолжает работы по облагораживанию площадей и скверов, а также проводит ямочный ремонт дорог. Смотрите репортаж пресс-службы столичной администрации. В Сухуме продолжаются работы по укладке асфальта и ямочному ремонту столичных дорог. На данный момент на площади Диаскура возле ресторана «Дэм» идет укладка асфальта. Работы выполняет администрация города Сухум, подрядчик – Дорожное ремонтно-строительное управление города Гудаута. В течение 3 дней будет уложено асфальтное покрытие. На эту площадь планируется перенести выносную торговлю, которая на сегодняшний день располагается вдоль набережной Махаджиров. По поручению главы администрации города, управлением горстрой была составлена смета на замену асфальтно-бетонного покрытия на площади Диаскура. 750 квадратных метров заменяется
асфальтное покрытие. В данный момент демонтируется асфальтобетон, завтра приступают к покрытию асфальта. Ямочный ремонт столичных улиц продолжается. Отремонтирована самая сложная улица Лакоба. Далее был произведен ремонт улицы Гулия. Идут ремонтные работы по улице Генерал Адбар. По словам заместителя директора дорожно-ремонтно-строительного управления администрации города Сухум, только на улицу Лакоба ушло до 55 тонн асфальтового покрытия. Может хватить год, не меньше. Если вода где-нибудь не лопнет, если вот эти насчет воды не лопнет, он год даже и больше и хватит. Потому что мы с 7 сантиметров до 9 меньше не ложим. В зимний период такого рода работы выполнять сложно по понятным причинам. Так что в планах администрации города продолжить работы по ремонту столичных дорог и охватить как можно больше улиц. Элана Какаля, Давид Давиц, специально для абхазского телевидения. Впервые в истории профтехобразования Абхазии совместная программа ЕС ПРООН организовала международный онлайн-тренинг по новым образовательным методам и технологиям. В Национальной библиотеке имени Папа Скир состоялся круглый стол, приуроченный к окончанию тренинга «Новые методы обучения». В работе круглого стола принял участие министр просвещения и языковой политики Инал Габлия. Подробности в репортаже Сарии Кварцхелия. Улучшение качества среднепрофессионального образования в Абхазии и повышение его до уровня международных стандартов и требований. Вот главная цель международного онлайн-тренинга под названием «Новые методы в обучении». Это не просто было повышение квалификации преподавателей. Это было также частью таких 3 очень важных элементов. Во-первых, мы попытались максимально интегрировать ИКТ, информационно-коммуникационные технологии, в процесс обучения. Во-вторых, мы попытались опробовать современные педагогические подходы к процессу обучения в колледже. И в-третьих, мы попытались посмотреть, как будут работать здесь элементы онлайн-образования. Программа включает способы улучшения управления образования и усовершенствования системы СПО в Абхазии, а также повышение квалификации педагогов. Наши преподаватели успешно прошли эти курсы. Я считаю, что это необходимо было, повышение квалификации, хотя мы долго об этом говорили, но наконец-то это получилось. Современная технология всегда необходима. Учебный процесс на месте не стоит, всегда идет вперед. Вот мы в нашем колледже каждые 2 года какое-то новшество мы вводим. Вот была там подготовлена группа, скажем, повар европейская абхазская кухня. Вот в этом году хотим внедрить пекарь-мастер. Это впервые в Абхазии тоже. Учебный план практически готов. В ходе реализации проекта запланированы различные мероприятия, такие как проведение капитального ремонта, оснащения и оборудования, а также улучшение качества учебных материалов. В проекте большое внимание уделяется внедрению современных новых образовательных технологий, как для студентов, так и для педагогов. Спасибо будем говорить и за курсы, и за все, что вы нам делаете, и за наши ремонты. Курсы на самом деле для профессиональных учреждений, учебных наших, это первые. Вы планировали, что люди приедут сюда, это было бы, конечно, полегче, но что не делается, это все к лучшему. Теперь мы тоже знаем, что такое онлайн-образование, как ее получать. Мы уже в это вникли. Присутствовавший на встрече министр просвещения и языковой политики Инал Габлия отметил, что поддерживает современные образовательные технологии. В непростое время повышение квалификации в режиме онлайн может служить хорошей поддержкой для преподавателей, добавил он. Квалификацию повысили 20 преподавателей средних специальных учебных заведений Абхазии. За успешное прохождение 2-недельного онлайн-тренинга им были вручены сертификаты и удостоверения. Чачава Нелли. Данный проект будет реализован до конца января 2022 года во всех районах Абхазии. Сария Кварцхелия, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Распоряжением Кабинета министров 31 июля, пятница, объявлена праздничным нерабочим днем Курбан-Нахр. Решение принято в соответствии с производственным календарем на 2020 год. Курбан-Нахр или Курбан-Байрам – это праздник жертвоприношения, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-Байрам. Сухумский офис детского фонда ООН передал дошкольным учреждениям республики наборы для профилактики коронавирусной инфекции, включающие бесконтактные термометры и дезинфицирующие средства. Репортаж Эсмы Гуланцы.
С целью профилактики COVID-19 Сухумское представительство ЮНИСЕФ решило оказать поддержку столичным детским садам. Фонд закупил специальные комплекты и средства защиты, которые были переданы заведующим дошкольных учреждений столицы. Как мы все знаем, сегодня мир столкнулся с такой ситуацией, когда очень неизвестное заболевание, с которым мы сегодня сталкиваемся, COVID-19, и нету, наверное, ни одного места в мире, куда эта болезнь не пришла, и мы очень рады, что пока эпидемиологическая ситуация у нас позволяет открывать детские сады. И учитывая эту ситуацию, Детский фонд ООН, Сухумское представительство, приняло решение предоставить базовый комплект дезинфицирующих средств, которые дали бы возможность открыться детским садам. В комплект гуманитарной помощи входят гигиенические и дезинфицирующие средства для обработки поверхностей и помещений, а также бесконтактные электронные термометры. Применение такого термометра позволяет в течение нескольких секунд без соприкосновения измерить температуру тела человека. Ценно то, что мы все думаем о детях, о их безопасности. И, наверное, это самое главное, что есть в нашем обществе. Поэтому я от имени, наверное, от имени наших коллег хочу отметить вам большую благодарность. И думаю, такое сотрудничество, оно только направляет на сближение. Большое вам спасибо. Начальник управления образования администрации города Сухум Астанда Таркил отметила, что столичная администрация уже обеспечила детские сады необходимыми средствами для профилактики COVID-19. Однако помощь ЮНИСЕФ придется очень кстати и значительно облегчит обслуживание садов. Подобные комплекты гуманитарной помощи получат все районы Абхазии. Эсма Голанзе, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. С ночи и до второй половины дня умеренный дождь, переходящий в грозу. Температура воздуха ночью 18-23, днем 24-29 градусов. Температура морской воды 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.